Уже знакомый республике зырянец, пока только набирающий популярность памяти полевой, известный в научных кругах 1657, предварительное название сысольский, и 1603. Именно эти сорта на опытном участке вырастил в этом году селекционер-исследователь Павел Конкин. Говорит, результатом доволен. Тем более, что поначалу хорошего урожая не прогнозировалось. Холод и сырость в июне, затем зной и засуха, короткая передышка на прохладу и снова жара. А на опытном участке никаких удобрений. Это правило. А еще из-за твердой земли картошка немного потеряла форму. Все деформированные, все смяты. Их как будто как боксер по бокам бил. А потом выправился. Вот дождичок прошел, земля порыхлее и все, они и гребень развалился пополам. Интенсивно начала расти. Доволен результатами и Николай Юрковский. Фермер из Сыктывдинского района сорта зыряницы и памяти полевой на своем участке выращивал впервые. Говорит, посадил только на пробу, но теперь площади намерен увеличить. Урожай зырянца в 300 центнеров с гектара, при том, что в среднем по республике показатель 138 центнеров, убедил, у местных сортов есть будущее. Я считаю, что у обоих сортов очень хороший потенциал, если учесть в первую очередь вкусовые качества. Потому что кто не пробовал, по вкусовым качествам нравятся всем оба сорта. Самим тоже пробовали. К тому же очень нравится, вот в памяти полевой мне понравилось то, что при большом количестве клубней очень они все выровненные, товарный картофель очень аккуратный получается. Еще два сорта, 1653 и 1603, пока останутся только на опытных полях. Работа продолжается. Кстати, на коми-земле неплохо себя чувствуют и корейские клубни. Их привезли иностранные коллеги во время одного из научных форумов. Правда, пока из 5 селекционных линий неплохо показали себя только 2. Чего им не хватает, постараются выяснить. Но постепенно, с годами. Светлана Некрасова, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.